Его поднимали на вершину Эльбруса. Целуя его, шли в бой осетинские ополченцы. А спортсмены Алании, несмотря на штрафы и санкции, выносили и праздновали с ним победу на Олимпийских играх. Сегодня Южная Осетия отмечает День национального флага. Поздравляем родных и близких, поздравляем его земляков, он родом сам из Схинвала, Южная Осетия, этот парень. Осетинский триколор был впервые представлен общественности в октябре 89-го. Тогда в селе Инар на праздновании Дней Костахи Тагурова делегация Южной Осетии представила аланский триколор. Впрочем, реакция тогда на инициативу Адамон Нахас была неоднозначной, но время было уже не повернуть. Дмитрий Медоев был в числе юго-осетинских делегатов. Именно в этот год интеллигенция, молодые ученые Южной Осетии, они собирались и обсуждали эту тему. Могу определенно сказать, что этот флаг родился именно в стенах научно-исследовательского института Южной Осетии. Прекрасно помню, как впервые этот флаг появился в Южной Осетии. Это была тогда такая полоса митингов протеста против волны национализма со стороны Тбилиси. В один вечер этот флаг появился на крыше нашего государственного драматического театра. Первый флаг. Первый, самый первый. Вот он там появился, народ его принял сразу. Хрестоматийные кадры начала 90-х. Осетинские воины уходят на фронт прямо с центральной площади. Но прежде они приносят клятву на верность родине. Преклонив колено, каждый ополченец целует осетинский флаг. Это знак высшего почета к символу Алании. Десятки лет спустя, апрель 2017-го. Вступая в должность президента на переполненном стадионе, Анатолий Бибилов отдает дань почести осетинскому триколору. Годы проходят, но высшим и любимым символом народа остается аланский флаг. Если говорить о нашей государственной символике, о нашем государственном флаге, то мы обязательно должны вспомнить имя доктора исторических наук, одного из руководителей молодой республики Южная Осетия в то время, о Алане Чочиеве. Это важно. Идеологом этого нашего флага, идеологом этих цветов был, конечно же, он. Цвета выбраны не случайно. Белый олицетворяет моральную и духовную чистоту, красный – отвагу и честь, а желтый – изобилие и процветание. Эти кадры помнит каждый. Сослан Рамонов – олимпийский чемпион. Тогда ликовала вся Осетия. Но интересный факт. Сослан знал, что его оштрафуют за вынос осетинского триколора, но в честь родины он все же вознес флаг над Олимпийским Рио. Уже прилетели в Сан-Паулу, я уже тогда узнал, что флаг... Что флаг на месте. Флаг на месте, победа на месте. Ну, я могу вам одно сказать, что на самом деле в истории такого не было, чтобы мы же под российским флагом выступаем. И это очень серьезно наказывается, если ты чужой флаг выкидываешь. Ну, конечно, вопросы были, по голове не погладили. Ну, все списали из-за того, что результат был хороший. За это время осетинский триколор побывал во многих местах. За полярным кругом на Северном полюсе и на высочайшей вершине Европы Эльбрусе.
развивался на официальных встречах в Сирии, Латинской Америке и Московском Кремле. Народное творчество складывает стихи и песни о любимом символе, а культовая композиция «Звездного юга» и сегодня популярна в республике. Флаг осетинский, поднимите, поднимите. Может быть, нас Бог услышит, может быть, нас Бог услышит. А теперь давай возьмем бокал вина, поднимем тост и Ростом за наш народ, за наш народ. Однажды поднявшись, осетинский триколор не опускался уже никогда. Так было, так есть и так будет всегда. С праздником!